Здравствуйте, дорогие друзья! Мы вам подготовили два очень интересных урока про динозавров вечной мерзлоты. Тех самых динозавров и млекопитающих, которые более 100 миллионов лет тому назад жили на нашей территории. Об останках динозавров, находящихся в нашей республике Улусе, известно только в узком кругу людей. Актуальность наших уроков заключается в слабой освещенности информации среди учащихся школ и недостаточным вниманием к краеведению. Таким образом, актуальность урока обусловлена пропагандой экологической культуры среди подрастающего поколения. Останки динозавров и млекопитающих в местности Тета взяты нами в качестве самостоятельного предмета изучения. Мы постараемся объяснить, какие виды динозавров и млекопитающих обитали на территории нашей республики, так называемые полярные динозавры. Целью урока является изучение останков динозавров и млекопитающих, найденных в ходе раскопок Тета, донести информацию про экспедиции исунтарских динозавров более широкому кругу населения. Задача урока — это комплексное изучение природной среды. Здесь два несомненных плюса: установление связи школьников и ученых, повышение качества образования путем усиления практической направленности обучения и использования в качестве образовательной технологии малоизвестных объектов, которые могут заинтересовать школьников. Наш урок будет состоять из двух частей. В первой части вы увидите ответы палеонтологов на вопросы учеников. Вторая часть — это более практическая часть, включает в себе мастер-класс палеонтологов, где они расскажут и покажут найденные кости млекопитающих и динозавров. Приятного просмотра! Надеемся, что понравится наш урок вам, и возможно у кого-то из вас проявится интерес к ископаемым динозаврам вечной мерзлоты. Инструменты, которые желательно иметь, когда раскапываешь перчатки. Часто мы берем старые зубные щетки для того, чтобы вот породу обязательно. Клей, причем лучше взять суперклей момент, знаете, совсем маленький, вот, но он быстро схватывает, и вот эти кости, которые находят, они очень-очень маленькие. Кроме этого, можно взять там маленькие ножики, там, иглы вот у нас вот такие, ну, как бы минимальный набор вот такой вот, я бы сказал. Вот так это уже достаточно. Да? Для того, чтобы всякую мелочь вот разглядывать, можно использовать лупы. Кроме этого, нужна фольга. Фольга нужна. Обычно люди ее используют, чтобы курицу запекать, или рыбу, либо картошку. Палеонтологи в нее запихивают кости. Вот. Туалетной бумаги жалеть не надо. Сколько наматывается, столько и наматывается. Это скапанное есть. Не уверен. Очень не уверен. Песчаники. Вот сами кости выглядят вот таким образом, темные. Вы видите, что они все в трещинах. Если их просто сразу доставать, они рассыпятся. Что мы делаем? Мы берем вот этим инструментом, начинаем вот это вот счищать сверху. Чистим, кость показывается. И тут мы берем этот клей, суперклей момент, выдавливаем чуть-чуть. Если не использовать клей, все бы это рассыпалось. Поэтому клей мы обязательно используем. Именно сверху. Если кость расчищать снизу, она под собственной тяжестью упадет и разломается. То есть только сверху открыли. Можно вот так открыли чуть-чуть, кисточкой почистили, клеем проклеили. Дальше. Вот. Давайте посмотрим, что здесь. Ну, тоже, чтобы так закрепить, как выглядят кости. Бумаги туалетной жалеть не надо. Вот. Это основная вещь, которая спасает кости от того, чтобы они не развалились. Для того, чтобы... Вот. Видите, тоже кость развалилась, не страшно. Главное довести. Потом уже следующий этап. Вот видите, здесь она немножко развалилась. Это мы отдельно, соответственно, потом примотаем туалетной бумагой. Вот.
попробуйте, я думаю, что сами даже определите, что это такое, если получится. Тоже, видите, был частично пропитан. Вот здесь, поэтому не развалился. А вот здесь вот мы не пропитали, и он начал разваливаться. Видите, сохнет немножко, разваливается. Вот. Видите, если клея бы не было, это бы все отошло. То есть клей очень важно. Соответственно, расчищаете кисточкой, проклеиваете, потом вытаскиваете, заворачиваете и привозите. Все. Достаточно все просто. Вот. Это что касается крупных костей. Как мы ищем мелкие? Вы слышали, наверное, что нашли млекопитающее вместе с динозаврами. Нашего родственника, у которого, соответственно, была шерсть, который скармливал молоком. И назвали в честь деревни Хоро. Есть такой хоротерий, теперь древний зверь. Вот. Но для того, чтобы найти совсем что-то маленькое, применяется другая методика. Вот. Иван Тимурович. Вот мы сегодня были... Ходите сюда. Вам это применять не надо, мы просто хотим показать, как мы находили вот всякую мелочь. Это порода. То есть на этом сите можно найти что-то больше, чем 1 миллиметр. Все, что меньше, оно уйдет в реку. Вот, собственно, метод простой. Берете очень аккуратно, насыпаете породу в мешок. То есть это обычно какая-то линзочка песчаная, да, вот она сыпется. То, что не сыпется, оно промывается очень плохо. И когда вы эту линзу находите, вы обычно начинаете перебирать вот вручную, раз, находите маленькую косточку. Буквально вот любого размера, вот, да. Все, перестаете это перебирать вручную, берете лопату, совочек, выбираете весь этот песок в мешок. Доносите до реки или тазика, потом аккуратненько, раз, носите. Вертикальными движениями пораспределяли. Дальше начинаете смотреть, искать кости. Вот. Кости вы видели, они могут быть темные, могут быть разного цвета, но вот что-то темное. Да, то есть кости вполне могут быть размером вот, например, зуб. Вот что-то темное. Да. Зуб может быть как раз примерно такого размера. Ну вот в целом это, конечно, похоже на кусочек. Сделали такое хитрое движение, чтобы те кости, которые были под какими-то крупными камушками, могли выйти. То есть еще раз, вот раз, еще раз просмотрели быстренько и смыли. То есть я сейчас его просмотрю, да, вот, разочек. Кстати, чешуйки есть. Вот, кстати, косточка, по-моему, вполне себе. Тут могут быть и наземные, кстати. Да, посмотрите, это рыбья кость. Темная. О, посмотрите. Да, возьмите, не бойтесь ее потерять аккуратненько. О, саламандр. Это надо вот смотреть. Кусочек чешуйки. Такого размера. Вот, просмотрели 2 раза. Не замечать. То есть по чуть-чуть лучше. Иван Тимурович, упаковочный материал у вас? Рулон. Рулон. А, все вижу, да? Там. Все, хорошо. Распределяли. Следующая партия. Можете сами попробовать выбрать кости. Поблескивают. Размер очень маленький может быть. Вот буквально то, что мы вам давали. Иногда стоит разными углами, да, чуть-чуть его повращать, да, как солнце ляжет. Может быть. Все, что кажется странным и непонятным, лучше откладывать в баночку и показывать потом специалистам. То есть вы, может быть, это не узнаете, а кто-нибудь другой приедет, Да, проверит вот и это узнает. вот, смотрите, это просто кусочек кости. Маленький совсем, да. Вот такие вещи уже складываются в баночки разного размера. Так увлекательно, особенно когда много костей и зубов, когда идут динозавры.
Стазом что-то. Да, и с шипами на хвосте. Вот. Ну, они там в основном и идут. Это самая-самая распространенная вещь. Это или Тета. Вот. Их там было много, они там, ну, как коровы у нас. Что там еще будет? Непонятно. Ну что, просмотрели? С динозаврами выясним, кому это ближе. Намазывай. Ну, все так просто. Да, это небольшой кусочек рыбьей кости. Это вообще да, там вот слой. Ну, это кость. Все, уже можете выбирать. Мы его перебираем. Когда мы берем спичку, чтобы не пальцем вот там ковыряться, а спичку, немножко погрызешь, давайте следующий. Ну да, все абсолютно смыли. Все, следующий нужно набирать. Пробуйте. Он промылся, чтобы лишнее ушло. Когда промываешь, ну так вот. непонятно, что ты нашел. Смотри. Это кусочек угля. Равномерно, да? Дерево ты обнаружил или что-то. Вертикальное движение. Крупные кусочки можно разламывать, но разламывать не над водой, а над ситом, потому что если из него что-то вывалится, надо, чтобы оно вывалилось в сито, а не в пространство. Да, а вот тут нужна лупа, это правильно. Это не кость. Это кусочек угля. Что за дырка, как думаешь? Ну, у динозавров где-то 3 таких. Так, ну-ка, вот смотри. Ну-ка, давай, эксперимент. Вот положи сюда руку. Открывай челюсть, закрывай, жуй. Чувствуешь Мышцы двигаются. Мгм. Чувствуешь? И у тебя вот тоже здесь есть отверстие, куда мышцы крепятся для жевания. А у крокодилов они вот здесь крепятся. То есть он когда жует, у него вот здесь так бугры такие встают. Сюда эти дырки, это чтобы мышцы крепились, чтобы жевать, а глаз вот здесь был. А вот там зубы с другой стороны у него. Вот такие вот точно. А, ну вот это нос, а вот снизу, когда смотришь на него, вот там зубы будут. Вот здесь где-то был зуб. Ну, на это похоже. Да, это зуб. Динозавровые, да. Ну, такой зуб был у велоцираптора, да? Почти такой. На самом деле у велоцираптора он был более сжатый с боков. И вот эти зазубринки, они были более мелкие. Но в целом вот так вот выглядели зубы, да, самых первых динозавров. Это самый примитивный вариант строения. А дальше от этого и травоядные могли происходить варианты, и Вот хищные. такие вот. Вот такие. Либо хищные. Вот это зубы завропод явно. Гигантские. Так что вот. Чтобы он легче был. Это пяточная кость. Это из пятки тоже. Весь воздухом налит, потому что Парнокопытный, воздушные да? мешки заходили. Да, это вот большого длинношеего динозавра, Ага, это вот. такой как-то расколотый. Тоже из ноги. Вот. Как-то так это было. Вот. Смотреть надо, это может быть отпечатки на такие. Не знаю, там бактерии, она каменевая. А может быть просто белая мышца. Не Это тоже плечо, такое ощущение, что его срезали люди. Кстати, вот когда это было, непонятно. Ну тоже парнокопытные все. А что это? Это кусочек кости. Это смотри. Вот эта вот часть, да, это может быть от бедра, может быть от плеча. Да, вот как раз вот как-то так это было. Посмотри, вот полые внутри, но иногда здесь есть костные балочки, которые их укрепляют. Это такой, Вот. как бы среднестатистический. Эти кости иногда называются, в общем, словом трубчатые кости, потому что они как трубка, да, полые внутри. Так что у тебя в основном, ну вообще, в основном, да, не вообще, но в основном кости млекопитающих парнокопытных.
Да, то есть олени, коровы, что-то из этого. Вот. Но вот это интересно, конечно. И вот древесина. Древесина окаменевшая. Кости набирают в себя разные соли и минералы и становятся тяжелыми. Это называется процесс фосилизации либо окаменения. Вот. Ну и здесь в основном кости стегозавров. Помнишь, какие стегозавры, да, у которых были пластины на спине? Вот. Это их ребра, вот это кусок лопатки. Явно. А вот это интересная вещь. Это коготь. Это коготь, да, это коготь динозавра хищного. Ну, вот какого-то близкого. Вот. А вот это интересная находка, хотя очень сложная. Практически прав в плане того, что это близко к спине. Это внутренняя часть позвонка. Вот. Если посмотреть, кстати, вот у тебя очень хороший такой сравнительный материал получается. Где твой позвонок, который ты нашел? Смотри, на сколе позвонок выглядит как губка. Или вот здесь вот можно посмотреть. Видишь, какое? Это крупная такая губка, это значит был очень крупный позвонок. Это был, возможно, гигантский динозавр-завропод, типа диплодока. Это его внутренняя часть позвонка. Потрясающе. Сколько всего. Там вот как раз стегозавры изображены. Есть такой замечательный подход, называется, ну, давай по-другому еще переведем, скобки родства. Вот. Современные динозавры – это птица. Чик-чик. Птичка. Из других родственников динозавров, которые сейчас живут, это крокодилы. Это вот крокодил будет у нас. Злобный. С лапами. Тинь-тинь-тинь. Это крокодил. Соответственно, вот на этом дереве родства вымершие динозавры занимали это место. И у них был, у крокодилов и у птиц, и у всех динозавров некогда общий предок. То есть некогда мясо всех вот этих вот предков имело один вкус. На самом деле, для того, чтобы предположить, какое мясо было у динозавров, тебе надо попробовать птицу. Ты ел курицу? Утку ел? Вот. Крокодилы вряд ли ел. Нет. Ну вот, на самом деле, по вкусу что-то между крокодилом и птицей. Если бы ты поймал какого-нибудь хищного динозавра, типа велоцираптора, то вот он здесь был бы, да? То его мясо было бы ближе к птице. Но на самом деле, когда ты будешь в следующий раз есть курицу или утку, помни, ты ешь динозавра. И не просто его ешь, а в следующий раз посмотри, как устроены кости. Что теперь пытаются делать молекулярные биологи? Они пытаются эти гены, вот как включателем-выключателем. Они сейчас выключены, зубов нет. Что будет, если эти гены включить у птицы? Получится зубастая птица. А зубастая птица – это динозавр. Поэтому, скорее всего, не будут скрещивать, да, птиц и крокодилов. Достаточно взять птицу и включить все, как рубильники, как переключатели, включить все динозавровые гены, мы получим, в общем-то, динозавра, такого классического. Так что, скорее всего, вот, наука будет развиваться по этому пути. Ну, если такие гены вообще исчезли, но не отключены, вообще исчезли. Такое тоже возможно, но вот это никто еще не знает, что там попытаются включить. Но с другой стороны, если потом взять, пересадить гены, ответственные за формирование зубов, из ДНК крокодила в ДНК птицы, то может быть. Но такие технологии пока еще, насколько я знаю, не отработаны. Но это уже, видишь, палеонтология сейчас развивается на стыке. Не просто наук, да? Палеонтология – это вот мы работаем с каменным материалом, окаменевшим, и палеобиология. С другой стороны, настоящие молекулярные биологи, которые работают с молекулами, пытаются воссоздать динозавра из птицы, да, и изучить вообще, как работают гены, как их включать, выключать. Это исключительная биология. Получается, мы все вместе делаем одно дело, но вот с разных сторон. То есть молекулярные биологи, они не ездят в тайгу, не копают кости, они сидят, проводят опыты в лабораториях, и без их результатов будет очень плохо. Но и без наших тоже будет непонятно, как там все происходило.